программа «Актуальное интервью». В этом году в Якутии жильем должны обеспечить более 600 детей-сирот. На эти цели в бюджете республики предусмотрено 1 миллиард 300 миллионов рублей. Как реализуются планы по обеспечению жильем данной категории населения? Об этом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии Павлом Аргуновым, министром строительства республики. Павел Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, в этом году выделен наибольший объем средств на предоставление жилья детям-сиротам. Скажите, хватит ли этих средств? Да, действительно, в этом году у нас по сравнению с прошлыми годами дефицита нету. Это итог проведенной большой работы всех и надзорных органов, и органов исполнительной власти. И в этом году у нас планируется обеспечить порядка 600, более 600 детей-сирот. Предусмотрено 1 миллиард 306 миллионов рублей, в том числе 126 миллионов рублей из федерального бюджета. Скажите, а сколько сейчас детей стоит в очереди на получение жилья? Всего у нас состоят на учете 1029 сирот. Из них, как я уже сказал, более 600 в текущем году должны освоить, последующие в следующем году. Получается, остальная часть детей, которая стоит на очереди в следующем году? Да, у нас есть методика определения потребностей финансирования, выделения средств, в соответствии с которым, если жилье приобретается на первичном рынке, то, соответственно, часть средств финансируется в текущем году, а часть в следующем. И так как жилье, как правило, строится в течение 2 лет, то, соответственно, обеспечение идет в течение 2 лет. Ранее одна из поправок в законодательстве вводила запрет на предоставление более 25% квартир в одном доме, в одной новостройке. Как сказалась эта норма на обеспечение жилья и нашелся ли выход из этой ситуации? Действительно, такая поправка имеется, она вступила в законную силу, и мы сейчас не имеем права приобретать более 25% квартир в одном доме. Это продиктовано тем, что целью является принятие закона ускорение социализации этой категории граждан, так как, если в прошлые годы мы приобретали полностью дома, подъезды для данной категории граждан, и социализация шла довольно-таки очень сложно, и в связи с этим такой закон, по всей России получается, да, такой закон был принят. Естественно, это налагает большие такие ограничения для нас. Например, на сегодняшний день до сих пор мы еще не подобрали застройщиков для того, чтобы обеспечить приобретение еще около 100 квартир. Вопросы есть, ищем выхода из ситуации. А кроме этого нововведения, какие еще изменения появились в законодательстве в этой сфере? Еще внесение было в свете того, что спецжилфонд предоставляется сироте для того, чтобы он 5 лет использовал. Если никаких замечаний нет в плане содержания этого жилищного фонда, использования, то сирота может его приватизировать. Если какие-то замечания есть, то можно было один раз продлить еще на 5 лет этот срок. Сейчас законодательство изменено, и можно бесконечное количество раз продлевать. То есть ограничение только продления в течение одного срока, оно ушло, и сейчас можно, если сирота еще не социализировался, то спецжилфонд не передается ему в собственность. А какие меры приняты по поводу некачественного жилья из СИП-панелей в Алдане, в Хангаласском улусе была такая проблема? В Хангаласском улусе это не СИП-панели, это каркасная стройка была. По Хангаласскому улусу все замечания, они застройщиком отработаны. И сейчас также проведена работа с жильцами для того, чтобы они более лучше эксплуатировали жилые помещения. А что касается Алдана, то жилые дома по улице Дивизионная еще не введены в эксплуатацию, это 2 дома. СИП-панель, в отличие от других ограждающих конструкций, он является более экономичным вариантом, но по качеству немножко может быть похуже, но по дивизионной администрации района предлагает все усилия, чтобы
качество этих жилых помещений отвечали всем требованиям. А как в будущем можно избежать проблем с недобросовестными застройщиками, которые вводят некачественные дома? Именно по данной категории граждан, по детям-сиротам, у нас с 2016 года проведена очень большая работа. Например, если до 2016 года проекты этих домов не подлежали экспертизе, если стройка не подлежала государственному строительному надзору, то на сегодняшний день проекты обязательно подлежат госэкспертизе, хоть там двухквартирный жилой дом, четырехквартирный жилой дом или 190-квартирный жилой дом. И также, соответственно, стройка контролируется надзорным органом управления Госстроительнадзора. Соответственно, контроль качества очень высокий на уровне государства осуществляется. Кроме того, утвержден список, то есть рабочая группа сформирована, которая именно контролирует ход строительства и качество строительства жилых домов. Павел Анатольевич, а как, на ваш взгляд, выглядит наш регион Якутия по сравнению с другими регионами в сфере обеспечения жильем детей-сирот? Ну, наш регион, можно сказать, выглядит чуть-чуть получше других субъектов. Например, если сравнивать Приморский край либо Новосибирскую область, то там сирота ожидает получения своего жилья в течение 10 лет, например, да? От 8 до 10 лет ожидает, а у нас период ожидания на сегодняшний день исчисляется от 2 до 3 лет. И мы этот период пытаемся сократить. Есть поручение о сокращении периода ожидания до 1 года к 2022 году. И к этому цели мы стремимся. И то, что в этом году выделено 1 миллиард 306 миллионов рублей, это как раз и является одним шагом к достижению этой цели. Павел Анатольевич, вернемся к предыдущему вопросу. В каких еще районах есть проблемы с некачественным жильем? Еще также есть проблема по Татинскому улусу. Есть невведенный в эксплуатации 20-квартирный жилой дом. Этот дом был начат еще до 2016 года, до того периода, когда программа была передана нашему министерству. Сейчас мы контролируем ход завершения строительства этого объекта. Также на контроле данный вопрос у Следственного комитета. Мы проводили со Следственным комитетом совещание по этому вопросу. И объект должен быть введен не позднее октября месяца текущего года. Работы проводятся. Вчера я во время рабочей командировки заезжал, смотрел за строительством данного объекта. А в этом году уже начались работы по новостройкам. Скажите, как вы проверяете застройщиков? По новостройкам на сегодняшний день только завершается контрактование по приобретению жилых помещений. К сожалению, в текущем году эта работа немножко затянулась. Кроме того, есть проблемы по оплате этих работ, так как в связи с внесением изменений в 214 федеральный закон средства должны быть зачислены на эскроу счета. А бюджетные казенные учреждения не имеют права открывать эскроу счета. Есть также отрицательное мнение Минфина России, поэтому мы ждем решения как раз по эскроу счетам на уровне Российской Федерации. Минфин России должен разъяснить, каким образом данный вопрос решить. В ближайшие дни мы должны также провести у себя совещание с участием Минфина нашей республики, Управления Федерального казначейства по решению данного вопроса. Павел Анатольевич, а в нашей республике вместо квартиры дети-сироты смогут ли получить денежную компенсацию? Пока что на сегодняшний день федеральное законодательство предусматривает только формирование специализированного жилищного фонда, то есть не деньгами, а квартирами. И при том квартиры не в собственность сиротам, а именно как специальный найм, то есть найм специализированного жилищного фонда. То есть сирота не имеет права продавать, приватизировать данное жилье в течение 5 лет. Как я уже говорил,
в случае, если он в течение вот этих 5 лет не будет должным образом эксплуатировать жилое помещение, не будет оплачивать коммунальные расходы, то, соответственно, этот срок еще можно продлевать бесконечное количество раз до того момента, когда можно будет полностью быть уверенным, что сирота социализировался, он может самостоятельно управлять своим имуществом. А в этом году в каких районах будет выделено наибольшее количество жилья для детей-сирот? Ну, наибольшее количество жилья выделяется в городе Якутску, так как сироты имеют право выбора места жительства на сегодняшний день. Если ранее обеспечивалось по месту выявления сироты, то сейчас обеспечивается по месту проживания, и сироты могут, прописавшись в городе Якутске, получить жилые помещения в городе Якутске. Этим правом они пользуются очень активно, и сейчас в городе Якутске наибольшее количество сирот, которые встают в очередь на получение жилых помещений. Соответственно, в городе Якутске у нас наибольший объем необходимо приобрести жилья для того, чтобы решить данный вопрос. А в следующем году сколько планируется обеспечить детей-сирот? Ну, тоже порядка 550 сирот в следующем году мы должны обеспечить жильем. И потихонечку мы должны сокращать количество таких сирот, которые имеют право получить жилые помещения. То есть мы должны сокращать очередность, и к 2022 году уже должны подойти к тому, что мы должны обеспечивать уже практически в один год, когда у сироты появляется право на жилое помещение, мы должны его уже обеспечивать. Конечно, это очень сложно, но тем не менее мы к этому пытаемся стремиться. А сейчас Арктика под пристальным вниманием. Как обстоят дела в северных районах? Так, ну, по северным районам у нас вот такой категории граждан, детей-сирот, не так уж и много, но тем не менее имеется такая категория граждан. Проблема имеется в подборе жилых помещений на вторичном рынке, так как в артийских северных районах вторичное жилье очень, во-первых, узкое, во-вторых, оно очень такое некачественное. Спасибо большое за то, что были нашим гостем. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили об обеспечении жильем детей-сирот с министром строительства республики Павлом Аргуновым. Оставайтесь с нами и до встречи в эфире.